Здравствуйте, дорогие туркменистанцы! Салам, хурматлы ватандашлар! По сообщениям источников, в страну поступила гуманитарная помощь, которой, как я и говорила, распоряжается сестра Бердымухамедова Гульнабад. Также в этом принимает непосредственное участие и его другая сестра Мяхри, работающая в нефрологическом центре Березинги. По образованию Мяхри является медицинской сестрой. Как сообщают источники, именно она является главным медицинским экспертом страны. Все просто с придыхом слушают и ждут, что она скажет и порекомендует в лечении разных болезней. Это просто уму непостижимо, как с приходом к власти Бердымухамедова специальность медицинской сестры стала не только приравниваться к специальности врача, она приобрела академический статус. Медсестры – самые важные персоны в больницах. Если у врача нет связей в прокуратуре, Комитете национальной безопасности, либо вообще в правительстве, в зависимости от больниц, они будут еще и слушать мнение медицинских сестер, потому как медицинские сестры под личным патронажем сестры президента. В настоящее время коронавирус охватил весь Туркменистан. Ситуация в стране остается сложная. Люди болеют. Они не успевают осознать, больны они или нет. И пока они это поймут, бывает уже поздно. И люди ничего не могут сделать. Большая смертность охватила страну. Не все могут позволить себе дорогостоящее лечение. А лечиться в больницах – это вообще прерогатива только для богатых людей. Люди, которые обращаются в клинические центры, получают лечение, однако при этом им назначают антибиотики в тройных дозах, а также назначают покупать ацикловир в целях профилактики. Препарат дорогой. Более того, ацикловир не назначают в профилактических целях, потому что это противогерпетический препарат. Почему стали назначать ацикловир? Потому что именно ацикловир поступил в страну в числе препаратов по гуманитарной помощи. Хочу обратиться к сестрам Бердымухамедова Гульнабад и Мяхри. Зарабатывать на народе, когда у людей нет возможности купить себе хлеб, это аморально. Гуманитарная помощь, поступающая в страну, должна предоставляться населению бесплатно. Но вы, как ближайшее окружение президента, зарабатываете на боли и страданиях народа. Именно поэтому врачи вынуждены назначать эти лекарственные препараты. Ведь в противном случае клан Бердымухамедова не будет иметь прибыли с гуманитарной помощи, поступившей в страну для бесплатного предоставления населению. Я обращаюсь к Бердымухамедову. По какому праву вы отнимаете жизнь у людей? На каком основании вы и ваша семейка вынуждаете народ необоснованно тратить деньги, иногда последние деньги, на совершенно ненужные препараты? Вы бессовестно врете всему международному сообществу, что в нашей стране нет коронавируса. Кто дал вам такое право? Да, к нам в страну приезжали представители ВОЗ. В начале октября приезжал глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. И что дальше? Делегация ВОЗ, когда приезжала в 2020 году, рекомендовала Туркменистану вести себя так, как будто в стране есть коронавирус. Весь этот разговор был для умалишенного правительства и руководителя страны. Делегация ВОЗа не определила наличие вируса в стране. Но я вам скажу вот что. Эти люди работали по протоколу. Они не имели возможности выбирать, какие именно медицинские учреждения страны нужно посетить. И да, им этого и не надо. Так же, как это и не нужно господину Клюге. Представители ВОЗа не будут бегать по Туркменистану, выбирать, какую клинику посетить
и проводить лично анализы у населения. Я врач. Есть еще врачи из Туркменистана, которых очень волнует жизнь и здоровье граждан нашей страны. Все прекрасно знают о массовой смертности в Туркменистане. Мы готовы приехать на родину при гарантии дипломатической неприкосновенности в составе международной комиссии с представителями ООН, ОБСЕ и сотрудниками ВОЗ. И я вас уверяю, мы докажем, что люди болеют и что в стране есть коронавирусная инфекция. Вы хоть и живете в феодальном строе, но вы забыли, что остальная часть населения живет в 21 веке. Доказать наличие коронавируса в Туркменистане мы тоже можем. Мы знаем, что вам никого не жалко и что народ вам не нужен. Я обращаюсь к людям, которые находятся в стране. Будьте внимательны и соблюдайте все меры осторожности. Если вы ощущаете слабость, если у вас температура, оставайтесь дома, никуда не выходите. Сообщите об этом своим родственникам. Они могут помочь вам, не заходя в квартиру, не контактируя с вами. Просто принести лекарства и еду, оставив все под дверью. Будьте очень внимательны к своему состоянию. Контролируйте, сколько дней держится температура и есть ли проблемы с дыханием, чтобы не пропустить ухудшение состояния. В стране, где президенту не нужны люди, где президент тупо доказывает, что в его стране нет болезни, здоровье населения остается заботой самих людей. Бердымухамедов выступил в ООН, заявив, что коронавирус нельзя политизировать. Но вы сами не признаете наличие болезни в стране не потому, что ее нет, а потому что создали систему тотального страха, и врачи знают, что не только лишатся рабочего места, но и будут посажены по непонятно каким обвинениям и статьям только за то, что они посмели опровергнуть ваши публичные на весь мир утверждения об отсутствии коронавируса. Пустите нас, и мы приедем в страну. Мы знаем, где и что искать. И если ВОЗ не смог найти вирус, то мы его найдем. По сути, вас нужно лишить диплома врача. За одну жизнь люди несут ответственность. За одну смерть больного по вине врачей людей лишают диплома. В Туркменистане вы убили четверть населения. Вы не врач, вы убийца. Я вновь призываю население нашей страны внимательно следить за состоянием своего здоровья, в том числе и после перенесенного вируса, поскольку после этого заболевания требуется достаточно долгий период реабилитации. Берегите себя и своих близких.